Это важный момент, вы подчеркнули, Тимур Люсифович. Вы знаете, что мы, АРВА, входим в различные комиссии при президенте, которые создаются. Мы оцениваем этот факт положительно, что президент включает нас в различные комиссии, где обсуждаются различные темы. Но, к сожалению, мы должны констатировать, что есть там, где наш голос слышен, это очень редко. И в большей части он просто пропадает, как эхо, уходит куда-то. Сегодня пятница, Великая Пятница, вы знаете. Я хочу от лица АРО, от нас всех поздравить народ с наступающей Светлой Пасхой. Сегодня люди красят яйца, красный цвет. Это говорит о том, что люди вспоминают о страданиях Христа, о крови Его пролитой. Это очень символично, что мы не должны также никогда не забывать, и для нас свято кровь, пролитая за эту землю. Если мы начинаем забывать, нас ждут огромные, неисчислимые бедствия. Психилухоза рыбна и кахаз рыбна. Я понимаю, люди не могут объяснить, когда происходят какие-то чудовные вещи, когда вот, там липу спилили 150-летнюю многовековую. Наверное, когда народ, Бог хочет наказать, наверное, лишает нас разума. И к этой части я отношу стремление некоторых под самыми благими намерениями помочь народу Абхазии, людям купить дешевле там что-то в Грузии, мы для них стараемся. Это вот довод тех людей, которые говорят, давайте привезем. Но это разве довод? Страна, которая нас не признает, где происходят митинги, где сегодня говорят Сухум, Нацхинвал. Наше правительство строит дзоты на границе. И в это время мы видим, что с другой стороны, другой рукой мы говорим о том, что какие-то торговые отношения. Я хочу сказать, что я входил в комиссию из 4 заседаний, я был на последних 2, вчера в том числе, но это комиссия по транзиту. В комиссии по транзиту, вообще ее создание как бы непонятно было, да, но оно было создано. Почему непонятно? Если говорить о транзите грузов в Россию, в третьи страны, из третьих стран в Россию, у нас есть межгосударственное соглашение, по которому любая сторона обеспечивает транзит грузов. Также и Россия обеспечивает транзит грузов, скажем, из порта Новороссийска в Абхазию. Люди привозят там товары, машины, они проходят транзитом, они не растамаживаются на территории России. То есть это соглашение, оно как бы давно действует, оно у нас есть. И также мы свои обязательства, скажем, через... Если надо было внести в указ Багапича Сергея Васильевича 2007 года какие-то изменения, там можно было, хотя у нас же международные договора имеют перед нашим решением больше юридического значения. То есть необходимости такого не было. Вот это соглашение, внести в него изменения, не нужно было. Потому что транзит другими договорами, межгосударственными договорами уже отрегулирован. Но есть, конечно, такие моменты, которые беспокоят, скажем, чтобы те грузы, которые заходить будут и уходить транзитом, их надо же проверять. А вдруг, как случилось на Крымском мосту, в документах заявлено, что там лежит цемент, а повезли взрывчатое вещество и взорвали где-то. Контроль, таможенные органы, они не готовы на самом деле к этому, потому что там нету тепловизора, который просвечивает, сканирует эти машины, их надо где-то ставить на яму. И вчера Аляс Лабаху сказал, даже площадку поблизости не можем найти, все как бы уже занято вокруг поста, где мы могли разгрузить эти грузы. Транзит, конечно, принесет в бюджет наш какие-то деньги. Обычно
таможенное сопровождение делается, при таможенном сопровождении $2 за километр берут. В России, например, вот одна фура проехала $400, да, 10 фур $4000 бюджет поступил. Мы там находим с властями понимание, это один из таких небольших моментов, где какое-то понимание есть, и мы готовы с этим работать. Потом в ночное время транспорт не должен быть перегружен, наша инфраструктура не должна быть перегружена, потому что летом вы сами знаете, что творится у нас особенно. А как если фуры эти поедут, то есть в ночное время их так, то есть эти моменты. Но вдруг комиссии по транзиту, еще до того, как я был, появилась тема обсудить это. Члены как бы комиссии выразили, кто-то выразил такое, что давайте мы обсудим, как вот из Грузии тоже в Абхазию поступали товары, которые нужны нам. И это нам поможет в борьбе с контрабандой. Слушайте, понимание контрабанды – это вообще другое. Это преступление, которое совершают люди. У нас, например, на границе с Псов любые грузы проходят. Там что, нет контрабанды? Контрабанда – это когда идет, скрывается от декларирования какие-то товары. Фура подъехала, половина товаров задекларировали, другую половину не задекларировали, взяли взятку. У нас в Псов, я хочу миф развеять, в десятки раз больше контрабанды, чем на Ингур. Но мы сегодня, вот под всякими этими благовидными мерами мы хотим, мы что, с Грузией помирились? Ну пусть нам скажут, слушайте, вы готовы сегодня торговать с Грузией, предприниматели ихних, что поставляют товар, мы дружим с Грузией. Вы это еще не поняли. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли. Тогда мы поймем, слушайте, какой абхаз, у нас есть до сих пор там кровная месть, да, еще есть, какой абхаз к врагу, если у него есть магазин, заходит покупает, кто-нибудь есть такой? Как мы можем, слушать? Мы когда-то в святые рощи, на наши святые места приходили и говорили, молитву произносили. И сегодня мы нарушаем эту молитву. Нас что, Грузия признала? Вот говорят, мы хотим саженцы. Слушайте, вот недавно, я знаю случай, что из Абхазии в Россию вывозили саженцы. С третьей попытки вывезли. Они, оказывается, должны быть протравлены особенными химикатами, чтобы никаких микробов в них не было. Пока вот это все не пройдет. Ну, целое дело. Мы будем знать, что все эти процедуры в Грузии кто-то исполнил, чтобы провести саженцы. Или не завезет еще какую-то заразу. Я говорю там о биологических лабораториях в Грузии. У нас что, такие серьезные, там есть лаборатории на границе, что ли? Этого всего нет. Даже если это было, как мы можем сегодня вести торговлю, я говорю о вражеской страной. Можете мне объяснить, чтобы их бюджет наполнялся этими всякими налоговыми поступлениями от продажи товаров на территории Абхазии? Мы, то есть, в одностороннем порядке открываем свои таможенные границы. В одностороннем порядке, подчеркиваю, для товаров из Грузии. Вы помните, когда в Турции был переворот, хотели сделать, и в знак протеста бойкотировали турки американские товары, и айпеды об стенки разбивали. Я призываю народ Абхазии бойкотировать все товары, которые приходят из Грузии. Нам говорят, без маркировки. Это вообще цинично. То есть, мы, мол, эти товары только будут идти без маркировки. Я вообще не понимаю, эти люди, которые это говорят, вообще с головой дружат. То есть, это грузинский товар с маркировкой, сделано в Грузии. В Абхазию нельзя привезти. Но если там маркировки нету, от того, что там нету маркировки, он что, перестал быть грузинским товаром? Что случилось с людьми, не понимаю. Но проблема, ну я хочу, Тимур Лёсикович, привести те аргументы, которые мои оппоненты озвучивают. Мои оппоненты говорят, на Ингур все это время с контрабандой не можем справиться,
и за это надо его легализовать, чтобы бюджет что-то получал. Я опять прихожу, контрабанда это вообще другое понятие. Я привел, уже не буду повторяться, пример попсов. Но в любой стране, где разрешен переход через КПП, через границу людей, там, ну, это так, и мы во время блокады тоже это знаем, переходили на псов, кто-то там муку мешок нес, кто-то там еще что-то в личных целях, что-то люди везли, разные товары. Или мы должны границу закрыть наглухо, сказать, люди не переходят, и тогда, естественно, если люди не переходят, никаких товаров тоже не будет. Но раз мы в гуманитарных целях, то как мы говорим, что эти люди там имеют родственников, семьи разделенные есть, туда ходят, и в таких целях, как в гуманитарных, мы взяли на себя обязательство, что они, жители Гальского района, переходят, я не говорю, что это неправильно. Все это время существует. Но все это время таможенный комитет никак мы не смогли добиться. Я еще и при Рауле Джунковиче об этом поднимал. Распишите, что могут эти люди привозить с собой без пошлины, а на какие товары вы вот в личных целях, что возят в личных целях, не для коммерческих, можно обложить пошлиной. Скажем, там говорят, что по решению Сергея Васильевича Багарова было разрешено 50 килограмм, каждый имеет в личных целях привозить. Сейчас они говорят, этой цифры мы нигде не видели, 50 килограмм откуда вы взяли. Вся Абхазия знает, что 50 килограмм можно, а сейчас говорят, что документы нет. Ну хорошо, говорят, там в каком-то таможенном кодексе есть нормативы, которые люди могут переносить. На встрече вчера присутствовал Беслан Цыбович, это мой друг, сосед, мы живем в деревне, очень родители наши дружили, с большим уважением к нему отношусь, и вообще у меня есть родственные отношения к Жопусу. Но когда он вчера заявил, что это была его инициатива, прийти к президенту по просьбе людей, и он уже полгода как написал на имя президента, что вот сельхозпродукты. Он говорит, к автомобилям я не имею отношения, это не моя. Я просил, говорю, саженцы, посевочный материал, чтобы оттуда можно было заводить. Я говорю, слушай, вся техника российская, что за сельхозтехника? Ну, если есть с Турции, там в Грузии тоже это не производят, тракторы GBC. С Турции у нас вот корабли ходят, люди товар возят из Турции. Можно туда заказать, я думаю, еще напрямую, еще дешевле будет. Я хочу сказать, что я не говорю, что кто-то из моих оппонентов меньше любит, чем я Абхазию, или я там больше патриот, они не патриот, нет. Но я когда вот слушаю, я просто поражаюсь, или я сумасшедший. Может, скажите мне тогда, что я сошел с ума и не воспринимаю действительность как есть. Ну как вы можете сегодня, говорят, мы за 2 года на 48 миллионов по программе сельского хозяйства привезли, говорит, оттуда товары. То есть бюджетные деньги, которые Минсельхозу, 48 миллионов ушло в Грузию. Так получается. Потом мне говорят, а почему вы, говорит, в прошлом году мы внесли поправку в указ президента по винограду и разрешили ввозить виноград, вы, говорит, не возмущались. О том, что поправка внесена, мы впервые слышим об этом, это опять же подтверждает слова Тимура Лёсиковича. О том, что оказывается уже год. Это кулуарное решение, как обычно. Да, в Абхазию можно через Ингур завозить виноград официально и продавать. Об этом мы вчера услышали. Может, много чего вообще можно? Да. И этот документ вы видели, как нам попался, он как-то в сети интернет, он это сфотографированная бумага, случайно. Первая моя встреча была с президентом по инициативе президента страны еще 2 года назад, когда Батал Топалова попросил, что президент хочет иметь информацию, так как я был 5 лет главой Гальского района, что там происходит, мое видение. Я это с уважением к этому, мы встретились с президентом.
Он сказал, что 60% всех тем мы касались, и учебы, и образования, и что там происходит, и какие работы НПО там проводят, и международные организации. Всего мы касались. 2 часа был разговор, он в конце разговора поблагодарил, сказал, что 70% того, что я сказал, он как бы не знал или не видел это с такого ракурса, не смотрел. И у нас несколько встреч с Тимуром Йосиповичем было. Это говорит о том, что мы не хотим, вы знаете, какая ситуация вокруг, мы не хотим в этой ситуации сложной призывать постоянным митингам, потому что они делали все 6 лет, когда президентом был Хаджи. Каждые полгода сходы, митинги, демонстрации. Мы тоже можем сегодня поехать в Ару-Овцы на Ингур и устроить там акцию и сказать, никаких ни товаров, ни ничего, мы здесь вот там встанем. И что? Это будет приводить к тому, что ситуация здесь будет обостряться. Неужели власти не понимают, что мы ведем себя более по-государственному, чем они? Зачем они нас провоцируют? Я к чему эти президентские встречи вспомнил, я обозначал, что это является для нас такой красной чертой. Мы обозначили там несколько красных черт, это по вопросу гражданства, для нас это красная черта. Давайте не будем ее переходить. Все остальные вещи мы можем обговаривать, там, соглашаться, не соглашаться, есть разные мнения. Но есть какие-то вещи, которые мы должны, конечно, обсуждать. К сожалению большому. Я опять говорю, сегодня вот перед Пасхой я не хочу, избегаю таких крайних суждений. Надеюсь, мы попросим встречу с президентом, чтобы нам еще раз встретиться, объяснили нам, и мы, может, доведем до него, чтобы наша цель, он приостановил это решение до того, как мы вместе с таможенными органами, со специалистами еще раз соберемся, обсудим. Почему, в какой момент, где мы можем пойти как бы на встречу, в чем, как я вижу. Если наши таможенные органы решили, что вот эти 50 килограмм, которые безпошлино, скажем, сыр везет человек, 3 килограмма сыра он везет в Абхазию, когда переходит, а все остальное, скажем, до 50 килограмм, там какая-то пошлина будет накладываться, это можно обсудить. Человек везет там запчасти, написано, там 4 покрышки, да, купил там, везет. Он мог здесь купить, но захотел деньги там оставить. Вот на 4 покрышки, пожалуйста, пошлину заплатите и завози, потому что Бабаху сказал, мы фирмам не будем разрешать, хотя это тоже нарушение экономических свобод и прав населения, юридическим лицам, а вот индивидуальные предприятия на 600 тысяч. Что значит на 600 тысяч? Вы о чем говорите? Это и есть торговые отношения, если это есть торговля. Если вы в рамках того, что для личного пользования везет, вот там можете какую-то градацию сделать, это мы еще можем обговаривать эти моменты. А все остальное, это говорит о том, что нынешние власти потеряли чувство реальности. Просто потеряли чувство реальности. Это просто заявлениями с нашей стороны не обойдется. К сожалению. Просто заявлениями, как мы обычно реагируем, это не обойдется. Мы примем другие реальные меры, мы обратимся к нашим сторонникам, мы проведем другую пресс-конференцию, уже другие слова там будут звучать. Я никого не пугаю, здесь никто не боится. Но это как бы в рамках политической борьбы, в рамках закона мы очень много можем провести такого, что мы заставим власть сесть за стол и отменить те решения, которые не идут на пользу нашему народу и государству. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо.